Ассалату вассаляму аля сайидина Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаляму алейкум, азиз мусульманлар. Мир вам, уважаемые братья и сестры. История религии ислам берет свое начало с момента ниспослания священного Корана пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, в Мекке и насчитывает уже более 1500 лет. Пророк показал и обучил нас поклонению, как телом, так и имуществом, которое остается неизменным и на сегодняшний день. История его пророческой миссии включает различные значимые события в жизни мусульман. Так, например, если говорить о летоисчислении, то оно ведется с момента переселения пророка из Мекки в Медину. Именно здесь берет начало история мечетей, которым пророк уделял очень большое внимание. Слово «медресе» происходит от арабского глагола «саджада» – падать ниц, совершать земной поклон. Также можно сказать, что медресе – это место поклонения. Большие мечети, в которых совершается джума намаз, называются джами. Также можно слышать и другое название – это дом Аллаха, который носит иносказательный и аллегорический характер. Первыми мечетями в истории ислама принято считать мечети Куба и Киблатайн в Медине, с которыми связано еще одно значимое событие в жизни мусульман – это смена направления молитвы в сторону Каабы. Строительство мечетей, наряду с другими добрыми делами, всегда считалось богоугодным делом. Об этом говорится в 18-м аяте суре Ат-Тауба в Коране. Также в одном из хадисов говорится: «Кто построит мечеть ради Аллаха, тому Аллах построит дом в раю». В других же хадисах передается, какие неисчислимые блага ждут тех, кто совершает добрые деяния и занимается строительством мечетей. В истории Крыма немало таких людей, имя которых связано со строительством мечетей, медресе и фонтанов. Одним из таких людей является Сеит Сеттар Челеби, родившийся в 1789 году в Акмесджите. Известный тем, что, будучи купцом третьей гильдии и городским головой, инициировал строительство одноименной мечети в городе Симферополе. Мечеть неоднократно реставрировалась и в окончательном виде предстала перед жителями города Симферополя в 2016 году. В современной мечети мы видим образцы классических исламских искусств, каллиграфии и тезгиба, которым расписан основной и малый купола здания. Хотелось бы отдельно сказать о том, что, имея возможность выполнять некоторые виды поклонений у себя в домах, они не могут называться мечетями в полноценном понимании этого слова. Безусловно, коллективное поклонение имеет большую ценность, большую награду, а некоторые виды поклонений, такие как, например, джума намаз, в принципе подразумевают коллективное совершение поклонения, поскольку это является одним из условий джума намаза. Накануне священного месяца Рамадан хотелось бы еще раз напомнить о пользе поста, о совершении таравих намаза и о коллективном ифтаре. Поэтому не оставляйте мечети в дни священного месяца Рамадан и в пятничные дни. Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракатух.